Где находится парикмахер добра и как можно помочь нуждающемуся? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Иногда на улицах города мы сталкиваемся с людьми, потерявшими человеческий облик, грязными, обросшими, бездомными существами. Зачастую бомжами становятся люди, вернувшиеся из мест заключения, обманутые квартирными аферистами или сломленные под тяжестью судьбы. Этим людям помогает церковь. Каждый день в 15 часов при привокзальном Никольском храме города Уфы производится раздача горячего питания для бездомных и всех нуждающихся в пище людей. Здесь же также можно получить теплую одежду и обувь. Вот Господи, молодцы! Бог один! Бог один, Он единственный! И каждый день в это время приходит сюда хрупкая женщина, созывая всех желающих постричься. Братья и сестры, я могу вас подстричь. Там комната оборудована под парикмахерские услуги. Кто готов подстричься сегодня? Будете сегодня стричься? У кого? Или же летом предлаги. Я и летом предлагала, приходила. А сегодня? Кто готов сегодня подстричься сейчас? Вы покушайте, приходите туда. Короткую стрижку на месяца 2 хватит. Спасибо. Ее зовут Татьяна Овсянникова. Она профессиональный парикмахер и стилист, известный не только в Башкирии, но и далеко за ее пределами. Совсем недавно при привокзальном Никольском храме она открыла волонтерский центр «Парикмахер добра», куда могут прийти постричься и побриться люди, попавшие в трудные жизненные ситуации. Ой, вот Татьяна вообще красава. Сразу видно профессионал. Ну, и мы как договорились, я тебе оставлю сзади хвостики вот, для отращивания. Я тебе красиво выведу вот эту всю форму. Ну, ты прям вообще... Модный, да? Вообще модный. То, что мы с тобой оставили сзади, как ты меня попросила. Удлиненное здесь прям коротко. Ну, не коротко, я тебя не стригла. Ты прям вообще модный такой, красивый. И челку профилировали, как ты меня попросил. При нашем храме, Никольском вокзальном, по благословению владыки Никона, организовано вот кормление бездомных, которые ежедневно могут прийти в 15:00 и получить обед. И вот как раз Татьяна, которая у нас здесь стрижет их же, вот, она, узнав об этом, поспешила прийти, узнать, как, кто здесь приходит, в каком они состоянии, положении. И понимая, что каждому, тем более большинство мужчин, необходимо, можно сказать, раз в месяц приводить себя в порядок, подстричься. Вот, и она с таким вопросом пришла. Конечно же, мы ее встретили с радостью, что будет такая возможность у людей не где-то искать вот эту, да, возможность, а здесь, при храме. Сначала она, конечно, не имела этого уголка даже, где их можно было подстричь. Вот, и где-то у входа, в фойе там собирались они, и она стригла. Порой там сколько, 10, там человек 15, может быть, собирались, были довольны, радостные, потому что на самом деле никто даже не ожидал, что может человек прийти и не просто там предложить под машинку, да, убрать все волосы, и человек останется без покрова волосяного, но предлагая им ту стрижку, которую они, может быть, и раньше носили, которая им нравится, вот, и бороду может подровнять, и все. В течение года, как она пришла первый раз, как раз все это сбылось, и ее мечты, ее желания, да, чтобы вот по-настоящему стричь и в таких условиях, да, достойных. И каждый, кто хочет, да, не только вот этот бездомный, но и те люди, которые, может быть,
малоимущие, да, не имеют возможности подстричься, или, может быть, кто-то хочет какие-то получить азы в этом направлении, да, она может это все помочь, подсказать, научить, провести такой вот мастер-класс как раз вот в этой парикмахерской. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнала о вашем парикмахерском центре от своей знакомой. Я пришла научиться на парикмахера-волонтера. Здорово, я очень рада. Идем, проходи. Нам нужны волонтеры, нам нужны помощники здесь, чтобы стричь. Идем, раздевайся, проходи. Спасибо. Я тебе как раз дам халатик. У нас специальные халатики есть. В 17 лет Татьяна пошла учиться на парикмахера. Закончила колледж технологий и дизайна одежды и Уфимский государственный университет экономики и сервиса с красными дипломами. Повышая квалификацию, она проводила курсы для всех желающих. На них она делилась полученными знаниями и навыками. Александра, скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет? Мне 32 года. 32, здорово. А почему ты хочешь стать парикмахером-волонтером? Хочу помогать людям и самой развиваться. Очень я рада, здорово. Ты как раз в нужном месте, в нужный час к нам пришла. Как раз то место, где тебе дадут возможность подержать ножницы в руках, попробовать эту профессию. Под моим руководством ты будешь стричь, но и в то же время ты будешь стричь и помогать людям, делать их красивыми, делать стрижку. Может быть, действительно тот шанс, когда человеку стрижка изменит жизнь. Спасибо. Вот тебе перчатки одевай. Спасибо. Я тоже сейчас одену перчатки. Я готова, смотри, вот так еще закрываю. Вот. Чтобы полностью закрыто было. Мы готовы? Идемте, проходите за то кресло. Как вас зовут? Лена. Лена. А вы откуда узнали, что мы здесь стрижем? Сказали мне же. Мы можем сделать вам красивую, хорошую стрижку, женскую такую вот укороченный вариант. Короткие виски будут, а здесь мы сохраним объем. Ладно. Вам удобно будет? Вам комфортно будет? Да, да. Это первый в России волонтерский парикмахерский центр, а для Уфы первая социальная парикмахерская. Базовым навыкам парикмахерского дела бесплатно здесь могут научиться матери, воспитывающие детей-инвалидов и женщины, попавшие в трудные жизненные ситуации. И просто все желающие познать навыки парикмахерского дела. Я являюсь руководителем социально ориентированной некоммерческой организации, и я уже работаю в этом направлении. Я работаю с матерями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, матерями с тяжело больных детей. Мы также с приютами, с детскими домами работаем, мы очень плотно работаем. Но вот действительно этот проект, он уникален тем, что непосредственно мы работаем в храме. Дело в том, что ведь уникальность еще та, что здесь парикмахеры-профессионалы, волонтеры, парикмахеры могут также прийти, здесь подстричь и оказать услугу, также поучаствовать в социальной, в социуме, именно в благотворительности, в помощи людям. И здесь вот эта уникальность, она есть. И почему она пришла? Просто, наверное, от того, что помощь людям, конечно же, в первую очередь это помощь людям. Просто, знаете, когда ты профессионал и наполнен максимально всеми знаниями, опытом, и хочется делиться, и хочется видеть каждого красивым. Но когда видишь свои результаты, что действительно стрижка же может изменить жизнь, действительно можно изменить ее на 360 градусов, сделать то, что ты не мог сделать, потому что стрижка дает уверенность в жизни. К приближающемуся международному женскому празднику 8 марта Татьяна Овсянникова и ее помощницы организовали акцию преображения для женщин из благотворительного фонда «Возможность». В центр «Парикмахер добра» были приглашены многодетные мамы и женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Я мама 3 детей, бабушка уже, у меня есть внучка и внук.
Я одинока. Возможность мне дает возможность быть красивой. Я надеюсь, я полностью доверяю. Ну, и думаю, будет это начало новой жизни моей. Пока у меня сложный период. Первый этап преображения – стильная прическа. Засучив рукава за покраску и стрижку волос, взялись Татьяна Овсянникова и ее помощницы, профессиональный парикмахер Гузель и волонтер Елена. Любой человек, кто хочет научиться, может стричь для семьи, для детей. Не обязательно ходить в парикмахерскую, но и самим дома можно наводить красоту. Тем более для женщины, оказывается, я поняла, что это очень удобно, очень важно. И если она постоянно будет поддерживать красоту, то мир станет еще прекраснее. И к тому же Татьяна помогает не только женщинам, но и людям, в основном, конечно, мужчины, оказываются в сложной ситуации, оказывается, которые просто могут прийти сюда, могут... Мы можем помыть голову, если так реально посмотреть. Мы ему сделаем прическу, и когда им побреем, то это, оказывается, люди себя они чувствуют гораздо лучше, и выглядят гораздо лучше, и понимают, что за внешностью надо следить. Это видно. И приятно, просто приятно. Я полностью доверяю. Вообще даже, что получится, я уже знаю. Поэтому думаю, будет красиво, буду счастливая. Вот. Мечты сбываются. Мне 25 лет, моему ребенку 3 года. В 2016 году я пережила пожар своего единственного имущества. Осталась, грубо говоря, в одних тапочках. Полностью все потеряла. Потом жизнь потихонечку начала налаживаться. С молодым человеком прожили вместе 7 лет, но почти год назад его не стало. Остался ребенок. Все как-то так резко покатилось вниз. И вот буквально пару месяцев назад снова появилась какая-то такая маленькая надежда, что все может поменяться. Ну и, в принципе, для этого человека я сейчас хочу поменяться. Аделя, расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься? Работаю с Сашей в поликлинике, администратором. Замечательно. Все, живу. Да. А как ты попала в благотворительный фонд возможностей? Ну, нужна была юридическая помощь. Какая? Юридическая. И все, как там осталось. Следующий этап перезагрузки – макияж. Мастер своего дела, визажист Эльвира Агеева, смогла подчеркнуть природную красоту женщин и полностью преобразить их внешний вид. Вот так выглядят теперь милые дамы, которые несколько часов назад, удрученные и уставшие от своих проблем, сидели в парикмахерских креслах. А сейчас с красивыми прическами и праздничным макияжем они довольны собой и полны решимости идти вперед. Последней точкой дня перезагрузки стала фотостудия, где фотограф Александра Нечаева постаралась запечатлеть результаты работы профессионалов, которые очень старались преобразить женщин и сделать их немного счастливее. И им это удалось. Очень понравилось, позитивно, очень волновалась, долго готовилась, переживала. Вот. И хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам за работу ихнюю, за вот этот вот адреналин, потому что не знаю, что будет, и от полученного результата я просто кайфую. Мне понравилось. Спасибо огромное. Прекрасное времяпровождение, изменило свой облик. Я надеюсь, что у меня жизнь будет лучше. Спасибо всем большое. Все очень-очень понравилось. Прям почувствовала себя другим человеком.
День прошел отлично. Даже не верится, что можно так накрасить человека. Спасибо большое. Хочется, может, двигаться вперед. День прошел вообще очень замечательно. Я не ожидала таких перемен. То, что всего за несколько часов из меня могут сделать абсолютно другого человека. Спасибо организации возможностей, всей команде за такую колоссальную работу. Желаю им таких же творческих успехов, чтобы еще большее количество девочек наших тоже смогли принять участие в подобных акциях. Я думаю, что все полностью поменяется, то, что я поменяюсь изнутри. Очень много положительных эмоций от сегодняшнего дня, потому что, как вы видите, работы получились великолепные. Стрижка, окрашивание, визаж. И самое главное, что у девчонок глаза горят, они веселятся, у них настроение веселое, на позитиве. И они прям почувствовали эту радость жизни. Потому что действительно в такие моменты, когда ты оказываешься в трудной жизненной ситуации, не хватает тепла, искорки, огонечка, то вот здесь я прям увидела за сегодняшний день, они зарядились этим позитивом, энергией, и они увидели в первую очередь себя красивыми. Глазки горят, и они очень счастливы. Вот такими счастливыми смогли сделать в конце Дня Преображения Татьяна Овсянникова и ее помощницы женщин, которые захотели вновь жить с улыбкой на лице. Великий пост предваряют подготовительные недели и седмицы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день. Неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется седмицей. Сегодня третья подготовительная неделя Великого Поста. Предпоследний воскресный день перед началом Великого Поста называется «Неделя о страшном суде». Или по-другому в церковных календарях мы встречаем наименование «Неделя мясопустная». Неделя о страшном суде называется потому, что в этот день читается евангельское зачало, в котором говорится о страшном суде, который ожидает все человечество, все мироздание. Это воспоминание, то, чего еще не было. Все прочие праздники церковного года когда-то уже произошли в истории христианской церкви. Ожидаем же мы страшного суда с особым чувством. И каждый год мы говорим об этом, напоминая себе о предстоящем великом событии. Ни в одном из ранних религиозных учений не предусматривалась возможность полностью искоренить зло на земле. Но многие течения говорили о необходимости нравственного воздаяния. И лишь ветхозаветные пророки начинают рассказывать людям о суде Божьем, который сможет очистить планету, наведя порядок в мире. В Библии его называют страшным судом. Интересно отметить, что у некоторых отцов страшный суд и размышления о нем начинаются со слова «торжественный» или «радость страшного суда». И это совершенно не случайно, потому что каждый христианин, живущий сегодня, живший когда-то, ожидает вот этой встречи с Богом. Ведь мы говорим о том, что смерть для христианина – это не конец. Это кульминация всего его жизненного пути, всех жизненных событий. Апостол Иоанн Богослов в своем Апокалипсисе так и пишет: «Ей, Господи, гряди». Поэтому суд этот будет страшным, потому что окончательным. Суд этот будет страшным для тех, кто сегодня проводит дни своей жизни в беспечности. И поэтому перед началом Великого Поста мы и приглашаемся Церковью вспомнить о последних днях, о последних судьбах всего сотворенного Богом мира. Будет суд или встреча с Богом. Какой будет эта встреча, зависит, конечно, только от нас. Как мы сегодня проводим дни своей жизни? В обращенности к Богу, в совершении ли дел милосердия, всего того, чего Господь ожидает от нас, всего того, к чему Господь нас предназначил, или в беспечности. Поэтому страшный суд для кого-то будет действительно страшным,
а для кого-то он будет радостью, радостью встречи, радостью возвращения к своему Небесному Отцу. Люди отказываются видеть свои грехи. Но есть и окончательная, невозвратная трагедия, когда человек осознает, что всю жизнь перед ним была открыта дверь в царство, и его настойчиво приглашали. Но он не захотел, предпочел что-то другое, что-то земное и временное, что все равно выскользнуло у него из рук. В Евангелии в этот день описывается страшный суд довольно интересно. Там Господь в притче говорит о том, что царь поставит по правую руку от себя и по левую руку от себя овец и козлищ. По правую руку овец, то есть тех, которые послужили в своей жизни ближнему. Когда господин, обращаясь к тем, кто по правую руку от него или одесную по-церковнославянски, он ставит им в заслугу то, что они его накормили, напоили, когда он болел, пришли к нему, когда был в темнице, навестили его. И эти люди говорят: «Господи, когда же мы Тебя видели страждущим или алчущим, или в больнице, или в темнице, и послужили Тебе?» И Господь говорит: «Когда вы сделали это одному из малых сих, то есть из прочих людей, сделали мне». Тот же самый вопрос и он задает тем, кто по левую сторону, что почему вы этого не сделали, не пришли ко мне, не навестили в темнице, не накормили, не напоили. Они говорят: «Господи, когда же мы видели Тебя страждущим? Если бы мы знали, что это Ты, конечно бы мы все сделали». Господь говорит им, что раз вы не сделали это одному из малых, значит, не сделали мне. Очень интересно вот это повествование тем, что Господь говорит, что Он всегда с нами. И каждый человек, который окружает нас или встречается нам на жизненном пути, это Его образ. И поэтому без всякого сомнения, без всякого не экономя своих сил, мы призываемся послужить каждому человеку, кто встречается нам на пути. Господь здесь не говорит о том, как мы верили, сколько постов мы соблюдали, сколько поклонов совершали в тот или иной день. А Господь здесь говорит о самом главном. Остались ли мы людьми? Доросли ли мы до своего призвания, до своего человеческого достоинства? Ведь самая главная идея, которая проходит через все новозаветное послание, через Евангелие, это речь о том, чтобы мы друг друга тяготы носили, по слову апостола Павла. В этом и будет исполнение закона Христова. Только тогда мы оказываемся христианами, тогда мы и можем считать себя Христовыми, когда исполняем эту главную заповедь – заповедь о любви. Неделя о страшном суде призвана напомнить людям о необходимости улучшать себя, очищаться от грехов, становиться на путь истинный. Ведь милость Господа воистину бесконечна, но время на исправление, увы, ограничено и заканчивается вместе с земной жизнью. Поэтому так важно вовремя осознать свои ошибки, чтобы впоследствии не было поздно.